Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: что ждет, что случится, что по судьбе на будущей неделе. Какой будет для вас неделя, что принесет, что подарит, чем удивит и, конечно же, предостережение. Загадайте на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, что ждет меня, что мне по судьбе на будущей неделе. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну да. Вы знаете, на этой неделе вам предстоит очень много интересных, необычных, вот даже не дел, а скорее как вызов, челлендж. Будете доказывать не только кому-то, но и себе в первую очередь, что вы можете. Вы видите себя, вот один маленький такой человечек стоит на вершине горы, а против него такие вот великаны, да, выступают. А человечек-то ведь празднует победу. И эти великаны признают победу этого маленького человека. Необычная у вас неделя, очень необычная. Какие-то прям свершения, достижения, действительно победы у вас идут. Ну, значит, покажете всему миру, всему своему окружению и, главное, себе, да, покажете, что вы ого-го, какой смелый герой, либо героиня. Так, здесь у меня сцена ревности прям выходит в правой стороне. Это ваша ревность, это вы кого-то будете ревновать, кого-то, либо что-то. Прям будете ощущать такое негодование. Я сразу хочу предупредить, здесь неправильное восприятие информации. Все не так, как вам видится. Прежде чем устроить кому-то взбучку, да, кому-то там рассказать, что он там прав или не прав, просто перепроверьте. Здесь могут быть как и наговоры, так и действительно какая-то искаженная реальность. То есть там что-то вы не дослышали, либо там одним глазом увидели, там не поняли, что происходит. Вот. Не ругайте своего возлюбленного, не ругайте там членов семьи. Там не все так однозначно, и если вы разберетесь, вы поймете, о чем я говорю. Не поддавайтесь этому импульсу, этому порыву, да? Глушите в себе эту ревность, глушите. Так, а с левой стороны какой-то очень сложный разговор с людьми, которые вам что-то должны, либо вы что-то хотите от этих людей получить. Может быть, с начальником будете говорить о повышении зарплаты, либо о карьерном росте. Может быть, пойдете в банк и будете там добиваться правды, либо свои денежки как-то получать, переводить, забирать. Да? Вот какой-то человек повыше, чем вы, я так понимаю, по должности, по званию, возможно, даже по возрасту старше, вот прям строит из себя, что вот смотрите, как а-ля я великий начальник. А вы этому человечку прям так бодренько расскажете, кто что, зачем и почему. Не бойтесь, потому что этот человек, он либо не прав, либо он просто игнорит вас, да, он такой думает, скипну я эту женщину, либо этого мужчину, что мне тут время терять, разбираться. Вот такое отношение может быть. Поэтому стойте на своем, идите напролом, и вы добьетесь. Кстати, можете даже добиться большего, чем вы просили. Да, как-то ему там то ли некогда, то ли он действительно
там в своих каких-то мыслях. Человек может вот как, чтобы вы не мешали, да, чтобы вы там не устраивали заварушку, может сказать, ладно, бери что хочешь, дайте ей больше, лишь бы она успокоилась. Такой момент может быть. И то же самое может быть в семье, когда вы у мужа, например, да, будете просить что-то сделать, особенно если вам нужны денежки. Вы будете просить денежки, ваш муж, там, мужчина, с кем вы вместе находитесь, скажет, ладно, дам больше, лишь бы она меня не трогала, да, пусть оставит меня в покое. Кстати, тоже, да, очень может у многих отыграться. Дальше идем, мои хорошие. С левой стороны какая-то несправедливость может быть на этой неделе. Либо, по крайней мере, вам покажется, что это несправедливо по отношению к вам. Либо к вашей ситуации. Здесь по незнанию вашему, либо какого-то человека, ну, что-то пойдет не так, либо наперекосяк. Вы, возможно, строите планы, возможно, вы хотите чего-то узнать, получить, не знаю, может быть, действительно очередь вам пришла что-то получать. И прям, да, могут отказать, либо на ваших же глазах отдать другому человеку. Здесь, ну, действительно, какое-то есть упущение. Опять же таки, может быть, как и с вашей стороны, может быть, вы неправильно что-то там заполнили, документы какие-то подали, либо объяснили, да, что вам нужно. Либо кто выдает, там, да, что-то перепутали. Но я так скажу, в принципе, на этой неделе, вот как шанс вы свой здесь упустите. Но это не значит, что вы потом не получите. Потом, ну, как справедливость вас торжествует, и все будет замечательно. Стоит ли вам добиваться, пробиваться? Ну, понимаете, вот как последнее что-то идет, да? Даже если бы хотели вам сделать, либо дать, ну, вот как нету ресурса, что вам нужно дать, либо что вам можно дать. Поэтому, мои хорошие, иногда перепроверяйте документы, перепроверяйте, все ли там правильно написано, правильные ли даты, корректная ли информация в этих документах. И перед тем, как куда-то идти, ну, позвоните, сделайте звоночек, уточните, все ли хорошо, все ли в порядке, нужно ли вам туда идти. Да? Это не будет лишним. Ну, как, знаете, урок вам такой от судьбы идет. Кстати, про уроки от судьбы. Здесь вот кто-то у меня очень сильно попал вот в какую-то проблемную зону. У вас вот проблемы с прошлой недели, вот как начались, так они вот крутят вас, вашу жизнь, вот прям раскачивают. Смотрите, здесь 100% была ваша ошибка, 100%. Вот, ну, примером просто приведу, да, на электробудках, да, вот, которые там раздача электричества, да, висят таблички «Не лезь, убьет». Вот и вы куда-то вот полезли, где была такая табличка. То есть вы сознательно в чем-то нарушили какое-то правило. Правило, ну, скажем так, на взгляд высших сил очень серьезное. И вас таким образом решили, ну, как проучить, да, либо вы сами как будто бы на себя накликали вот эти неприятности. Я вам бы посоветовала, порекомендовала почитать «Отче наш» раз 9, а то и 12. И святой водичкой умыться. И прям так и попросите своими словами, да, если была не права, если вот по знанию, незнанию какой-то грех совершила, ну, прости меня, Боженька, больше не буду. Но вот чистосердечно надо это сделать. Это не у всех отыграется, только лишь у тех, у кого с прошлой недели какие-то вот прям проблемы. Проблема за проблемой, неприятность за неприятностью. Вот как лавина идет на вас. Чтобы вы эту неделю, ну, как прожили оптимально, да, чтобы выбрались из вот этого водоворота событий, нужно немножечко собой позаниматься. Что-то вы нарушили, что-то вы сделали не так. Но я не вижу тут другой причины. Я вижу вас. Я вижу вас, и вы вот как, ну, действительно, либо сознательно говорите, ладно, что мне там будет. Один раз, типа, можно, да, никто не узнает. Либо вы действительно там в спешке, в суете что-то сделали не так. Может быть, обидели кого-то. Может быть, ну, действительно какой-то поступок идет. Именно поступок не очень какой-то, ну, как чистый, прозрачный, да, что-то там мутное есть. Мои хорошие, я никого не хочу осуждать. Это не моя цель, не моя задача. Я хочу вам помочь. Я хочу для вас
открыть истину, чтобы вам было легче, проще, чтобы вы могли, ну, не существовать, а действительно жить, жить по-настоящему, чтобы не было у вас каких-то прям серьезных проблем, чтобы жизнь вам была в радость, в удовольствие. Вот. Поэтому, ну вот, примите как есть. Это не у всех, еще раз говорю. Каждый свою ситуацию знает. Читаем «Отче наш» и обязательно вот святой водичкой умываемся. Если нет святой водички, просто возьмите водичку, пусть она у вас рядом со свечечкой постоит, солюшки туда чуть-чуть добавьте и тоже умойтесь. Так, и не вытирайтесь, пусть само высохнет. Потом уже можно и в душе, и умываться, но вот она должна высохнуть на вас. Так, какая-то неприятная особа, очень высокая худая женщина, либо относительно вас она высокая и худая. Женщина как мужчину как приманивает, либо привлекает чем-то, вот как подманивает, говорит: иди сюда, иди ко мне. Смотри, я доска, два соска. Да, какая-то непонятная. Но идет соблазнительница. И соблазнительница такой, знаете, как прям лярва какая-то, вот прям присосалась к мужику и не отпускает. Может, кстати, у вас ревность будет именно к ней. Такая наглая, знаете, вот прям, ну, ужас. Ей прям в лицо говоришь: иди отсюда, там, выталкиваешь ее, а она прям нет, вот прям цепляется руками, ногами, цепляется. Очень какая-то неприятная женщина, может быть, даже не совсем психически здоровая. Если вы в паре, в браке, вот, опять же, да, про ревность, не спешите ругать своего партнера либо мужа, потому что вот такая женщина могла вот просто свои вот щупальцы, да, распустить и обвить вашего мужчину. А он как ни сном, ни духом, сам испугался, в шоке. Надо разбираться именно по факту. Мужчину не трогайте, пожалейте, он испугался. А вот с этой женщиной, ну, тут надо как-то, знаете, построже. И плюс даже, знаете, как там, чуть ли не полицию, может быть, придется кому-то вызывать, потому что она такая наглая, невозможно с ней ничего сделать. Вот, может быть, она выпившая, кстати, будет. Как вечер, да, может, выпившая там пристанет к вашему мужчине. Вот, и такая ситуация может быть не совсем приятная. Ну, девочки, я думаю, что вы вот по этому победителю вы справитесь. Так, в доме у кого-то будут работы проходить, ремонт, могут быть какие-то мастера, может быть, сами вызывали, может быть, ну как, придут на проверку, там что-то будет у вас, там счетчики, газ, да, что-то могут люди проверять, как идет. Нежданные гости, да, на пороге. Времени как-то больше займет, чем вы там ожидаете, либо думаете. Могут быть какие-то даже планы нарушены из-за того, что вам придется этих мастеров либо встречать, либо вызывать. Да, как-то вот медленно процесс будет идти. Вы будете, кстати, нервничать. Вам тут как раз и предупреждение. Если вдруг так случилось и произошло, что к вам должен прийти мастер по ремонту, там, либо да, по проверке чего бы то ни было, вы свои планы сразу старайтесь корректировать. Потому что ну точно вот задержит вас этот человек, либо люди, может быть, их несколько будет. Здесь нужно учитывать этот момент. Так. Смотрите, выходит человек крайне недовольный вами, либо какими-то вашими действиями. Кто-то очень негативить будет в вашу сторону, причем, ну, как бы особого повода и причины человек не имеет. В лицо не скажет, но каким-то действием он вам покажет, либо она вам покажет, да, что вами крайне недовольны. А вы, может быть, даже и не заметите и не поймете. Но с другой стороны, крайне важно уловить этот момент. Потому что этот человек, вот, но он себя очень сильно накручивает. Знаете, если он начнет накручивать, как укрывается, там, в мешок залазит из негатива. Если вдруг кто-то из ваших близких, либо из вашего окружения сквозь зубы с вами там здоровается, да, либо отвечает вам там сквозь зубы,
так шипит, когда отвечает. Сразу разбирайтесь, сразу. Вот не отходя от этого человека, не сходя с этого места, разбирайтесь, что случилось, почему. Почему ты так со мной говоришь, почему такая тональность. Ну вот прям вот так трясите этого человека, пусть вам расскажет. Там какая-то мелочь, на что-то мелкое обиделся человек, а вы даже на это не обратили внимания. Очень важно, чтобы эта обида, она не стала вот такой прям, как хронической, да. Вам этот человек очень пригодится в будущем, поэтому нужно быстренько будет решать этот вопрос, эту обиду как урегулировать, да, замять, и чтобы все у вас хорошо было с этим человеком, чтобы был мир, дружба и, конечно же, сотрудничество, да, если мы говорим о коллегах. Так, кто-то на этой неделе будет посещать ну вот места, там, где есть вода. Может быть, бассейн, может быть, к реке будете ехать, к озеру. Кто-то, может быть, на море поедет, либо сейчас уже на море находится. Вот, смотрите, вода идет вам как исцеление. Если вам так повезло, да, и вы на морюшке, либо в бассейн пойдете, старайтесь побольше вот прям плавать и старайтесь вот весь свой негатив в этой воде прям топите. Вот думайте о негативе и отпускайте. Вот так и говорите: я отпускаю, я отпускаю. Кстати, кто-то очень хорошо проведет время возле воды. Если вас будут приглашать в бассейны, либо к водоему, конечно же, соглашайтесь. Соглашайтесь. Здесь вот прям душа отдыхает, да, и чистка ваша происходит. Если вы, кстати, думали, стоит ли вам идти, там, записаться, может быть, на плавание, конечно же, идите. Кого-то, кстати, не только вот плавание, да, может быть, даже какая-то сауна, хамам, как приглашать вас могут люди, либо вам какой-то купон, может быть, дадут. Идите, обязательно идите. Это вас оздоровит, это вас успокоит, и это вас почистит. Во всех смыслах слова, кстати. Так. Какие-то покупки у вас идут. Покупки, ну, я так понимаю, это продукты. Продукты будете покупать, причем как-то много будете покупать. Либо какие-то запасы, либо какие-то, может быть, там вкусняшки в качестве там подарков, сувениров. Тяжело. Вот вижу, что тяжелые у вас сумки получаются. Берегите себя, спину берегите, чтобы не сорвали. Руки, опять же таки, да, чтобы не немели у вас. Не надо тяжести таскать. Понятно, что хочется все и сразу, но берегите себя, свое здоровье берегите. Так, девочки, извините за подробность, да, но у кого-то вот на этой неделе те самые критические дни могут наступить. Почему вот вышло предупреждение? Скорее всего, будет сопровождаться, ну вот прям болью. Да, если у вас, в принципе, с этим проблем не было, может быть, да, что-то у вас вот либо в гормональном фоне меняется, либо у вас, может быть, какие-то даже неприятности по гинекологии завелись. Вот у кого на этой неделе будет, и у кого будет с болевыми ощущениями, причем вот я вижу, кому-то прям ну, совсем не очень хорошо будет, пожалуйста, сразу же записывайтесь к специалистам, к гинекологу, к эндокринологу, ну вот кто в вашем городе, кто в вашей поликлинике, там поблизости с вами, надо проверяться. Это вам прям даже не сигнал, это сигналище идет. И старайтесь этот день, ну как дома, наверное, провести, это будет самое лучшее для вас. Ходить с зеленым лицом и шарахаться от боли, ну, поверьте, это не лучший вариант. Вот прям четко-четко так предупредили. Если вы, ну, например, мама девушки, у которой такие проблемы, вот именно на этой неделе будут, то же самое, ведите ее к специалисту. Там что-то пошло не так. Можно исправить и нужно исправить. Вот как можно скорее нужно этим вопросом заниматься. Так, мои хорошие, про работу еще вам не сказала. На работе. Возможно, выплаты, денежки, зарплата, авансы, премии, может быть, даже какие-то бонусы, что-то будут выплачивать, либо выдавать. Да, может быть, как товаром, либо продуктами могут выдавать, может быть, как поддержка вас.
Да, вот какие-то подарочки там от начальства, от каких-нибудь там спонсоров, не знаю. Что-то вы будете получать, будете очень много и долго это обсуждать. Как бы звучит громко, да, выплата там аванса, либо зарплаты, либо там какой-то помощи. А по факту это какой-то пшик, понимаете? И вот вы будете вот с коллегами обсуждать и говорить, ну вот как, да, как так? Тут батрачим, мышачим, а нам вот кукиши выдают. Даже маслом не мажет. Так, кто-то, кстати, из вашего близкого окружения, может быть, ну как, озвучит свое желание покинуть это рабочее место. У вас будет желание последовать за этим человеком, либо воспользоваться как примером этого человека. Сдерживайте себя, сдерживайте. Эмоции вам не подсказчик, здравый смысл вам помощь. Так, там у человека совершенно другие причины, не то, что он вам там озвучивает, либо то, что говорит, вы позже об этом узнаете. Так, рыба очень, очень красивая, большая рыба идет над двумя людьми. Но это про любовь, это про хорошие взаимоотношения, это про мир в семье, это про лад между родственниками, между близкими людьми. Ну вот эта неделя, она у вас именно идет, смотрите, по победе и по рыбе. Вот, так что, кстати, по рыбе и денежки, да, денежки приходят, но поскольку она у вас влево смотрит, да, может быть, не такие, как вы хотели, как вы мечтали, но тем не менее. В целом неделя очень у вас интересная, яркая, активная, вы вот себя будете показывать, ну и плюс ваши близкие, ваши домочадцы вас будут поддерживать, вы будете чувствовать поддержку и любовь ваших близких. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание, всем пока-пока.